Здравствуйте, дорогие ребята! Добро пожаловать на урок русского языка в 3 классе. Тема урока — сказки Пушкина. Урок 47. Сегодня на уроке ты научишься понимать основной смысл коротких текстов, использовать в речи предлоги «с», «у», «в». Упражнение 1. Послушай. Александр Сергеевич Пушкин – великий русский поэт и писатель. В детстве маленький Саша очень любил слушать сказки, которые ему рассказывала няня Арина Родионовна. Став поэтом, он написал разные чудесные сказки. Его сказки знают и любят люди из разных стран. По сказкам Александра Сергеевича Пушкина созданы мультфильмы, кинофильмы, спектакли. Кто рассказывал сказки маленькому Саше в детстве? Сказки маленькому Саше в детстве рассказывала няня Арина Родионовна. Какие сказки Александра Сергеевича Пушкина ты знаешь? На каком языке ты их слушал или читал? У Пушкина есть сказки. Сказка о рыбаке и рыбке, сказка о царе Салтане, сказка о мертвой царевне и 7 богатырях и другие. Упражнение 2. Проведи мини-исследование. Прочитай строчки из разных сказок Александра Сергеевича Пушкина. Белка песенки поет, да орешки все грызет. Сказка о царе Салтане. И днем, и ночью кот-ученый все ходит по цепи кругом. Пойдет направо, песнь заводит, налево сказки говорит. Сказка Руслан и Людмила. Жил старик со своей старухой у самого синего моря. Они жили в ветхой землянке, ровно 30 лет и 3 года. Старик ловил неводом рыбу, старуха плела свою пряжу. Раз он в море закинул невод, пришел невод с одной утиной. Он в другой раз закинул невод, пришел невод с травой морскою. В 3-й раз закинул он невод, пришел невод с одной рыбкой, с непростою рыбкой золотою. Как взмолится золотая рыбка, голосом молвит человечьим: «Отпусти ты, старче, меня в море, дорогой за себя там откуп, откуплюсь, чем только пожелаешь». Удивился старик, испугался. Он рыбачил 30 лет и 3 года и не слыхивал, чтоб рыба говорила. Выборочно прочитай предложение из текста. Что делает белка? Белка поет, орешки грызет. Какой кот ходит по цепи? Что делает кот? Кот ученый, песнь заводит, сказку говорит. Каким голосом попросила золотая рыбка старика и о чем? Взмолится золотая рыбка, голосом молвит человечьим. Она попросила старика, чтобы он отпустил ее в море. Какие чудеса есть в сказках? Расскажи о них. Запиши в тетрадь то чудо, которое тебе понравилось. Бұл ертегілерде қандай ғажайыптар бар? Олар туралы айтып бер. Дәптеріңе өзіңе ұнаған ғажайыпты жазып қой. Осы 3 сөйлемнің бірін жазасыңдар, балалар. Упражнение 3. Соедини слово и его лексическое значение. Сөз бен оның лексикалық мағынасын сәйкестендір. Землянка. Жертөле. Это жилище, вырытое в земле. Землянка – жилище, вырытое в земле. Невод, ау, сеть для ловли рыб. Откуп, плата за что-то. Тюлем. Тина, балдер, зеленые водоросли в воде.
Где жили старик со старухой? Допиши слово. Сөйлемдерді сөздермен толықтырып жаз. Немесе айт. Где жили старик со старухой? У самого синего моря. В ветхой землянке. Ескі жертөледе. С чем пришел невод в первый раз, во второй раз, в третий раз? С тиной какой? Одною. Жалғыз балдырмен шықты. С травой какой? Морскою. Теңіз шөбімен шықты ау. Үшіншісінде с рыбкой золотою. Алтын балықпен шықты. Ребята, на этом мы закончили этот урок. До свидания. До следующих встреч.